2 дня назад Дениса выдворили из России в Кыргызстан по решению суда. Причиной было отсутствие легальных оснований для проживания, потому что он родился в городе Майлисай Кыргызской республики. Родители, когда ему было 1,5 года, перебрались в город Спасск-Дальний Амурской области. Потом они потеряли свидетельство о рождении. К сожалению, оба родителя скончались. Получилось так, что я пришел в паспортный стол за документами. Мне сказали, без гражданства не дают документов. Я пришел в ЗАГС, по поводу гражданства обратился. Мне говорят, без паспорта не дадут гражданства, то бишь круговорот. Куда бы я ни обращался, всю дорогу где-то нужен либо был паспорт, либо гражданство. У меня не было ни того, ни другого. По какой причине, я понять не могу. Потому что у меня отец гражданин Российской Федерации. Мама тоже гражданка Российской Федерации. Проживали там в России. После того, как власти узнали, что на их территории находится человек, не имеющий гражданства, его посадили в Центр временного содержания иностранных граждан при управлении Федеральной миграционной службы во Владивостоке. Далее Дениса привозят в Москву в сопровождении 2 сотрудников миграционной службы, сажают на самолет и отправляют в Бишкек без денег, без ничего, с одной лишь единственной справкой о возвращении на родину. Меня взяли, посадили в иммиграционную службу, УФМС, Центр временного содержания иностранных граждан. Я там просидел полгода, и меня депортировали сюда. То бишь со мной до Москвы приехало 2 сотрудника Владивостокской конторы. Там посадили на самолет, отправили сюда. И мне не сказали, что меня здесь никто не встретит. Мне здесь, у меня здесь нету никого. Я приехал сюда, в аэропорту, мне пришлось ночевать сутки. По прибытии в Бишкек он не имел никакого представления о Кыргызстане, его никто не ждал здесь. После обращения в милицию аэропорта они заявили, что не знают, как поступить в такой ситуации. Единственное, что они предложили, это определить в ночлежку для бомжей. Отказавшись, он переночевал в аэропорту. На следующий день он встретил таксиста. Тот посоветовал ему обратиться к знакомому юристу, который впоследствии дал ему кров, накормил и напоил. Он сюда приехал, никого, ни родственников, ни знакомых, никого нет. И мне пришлось приютить себя, накормить, напоить. Мы же кыргызский народ гостеприимный. И я весь задний мысль с собой забрал, чтобы ни на улице не оставался, чтобы не попадал в милицию и так далее, чтобы криминал не попал, я с собой забрал. У старшего брата Дениса аналогичная ситуация, так же как и у него нет гражданства. Но суд ему вынес приговор остаться на территории Российской Федерации и в дальнейшем сделать документы. Меня же депортировали непонятно куда. Просто я приехал, решением суда. Я в суде объяснял. Я говорю, вы поймите то, что у меня все гражданины Российской Федерации, то, что у меня там нету никого. Куда вы меня отправляете, на каких обстоятельствах? Я вот этого, говорю, понять не могу. Судья просто молча вынес приговор 3 месяца до депортации. И так вот мне выносили его 3 раза, этот приговор. Там дают 3 месяца до депортации. И я там просидел в иммиграционной службе полгода. Я полгода просидел, повезли меня еще раз, продлили еще 3 месяца, и буквально через неделю меня депортировали сюда. Мы будем следить за развитием событий и будем надеяться, что наш герой воссоединится со своей семьей в скором времени и справедливость восторжествует. Азамат Кенжешев, Гульчуро Казымкулов, Нью ТВ.